Очень дорогой стала дорога для некоторых водителей, решивших минувшим вечером заехать на улицу Тецовская. От начала до конца проехать по ней смогли не все. Некоторые машины стали в прямом смысле слова разваливаться на части прямо в пути. При этом с самими автомобилями было все в порядке. Причиной всему, по мнению водителей, было состояние проезжей части. Дорожные службы, делая ямочный ремонт, значительно расширили и углубили имеющиеся выбоины. При этом ничем их не оградив и не выставив предупреждающих знаков. Последствия провала в них машин увидела Алия Хайрудинова. Одно кольцо оторвало, все было. Сейчас уж эвакуатор подъедет, заберут. Конфигурация автомобиля поменялась в одно мгновение. Ездить с такими изменениями в конструкции транспортного средства больше не представлялось возможным. Как машина из 4 стала трехколесной, водитель «Опеля» понял только когда вышел из салона. Глубокие ямы, оставленные дорожными службами, которые явно не вписываются в государственный стандарт, на выбоины в асфальте на темной улице были малозаметны. Одна из таких ничем не огороженных ям прервала слалом по улице Тецовская и водителя «Лады» 14 модели. Причем практически в том же самом месте, где от состояния дороги начал разваливаться «Опель». Повреждения схожи с иномаркой. Виновных в этом происшествии автомобилист назвал сходу, но на камеру слова старался выбирать. Конечно, дорожники. Ну, разбираться не будете, да? А смысл с ними? Когда с ними судиться 10 лет нужно? Судиться с дорожными службами оба автовладельца считают делом долгим, нервным и в конечном итоге, скорее всего, бесполезным. Дешевле для своего здоровья на месте посчитали восстановить автомобиль за свой счет. Впрочем, на то, чтобы передумать, у них есть 3 года – срок исковой давности по гражданским делам. Только глубину ям теперь зафиксировать будет сложно. Все вырезы в дорожном полотне за ночь залили, хоть и не очень ровно. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112.